В 2024 году в Башкортостане увеличилось число пожаров. Об этом свидетельствует статистика. И если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост примерно на 6% – это больше 1000 пожаров. Почему это происходит? Поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Это Динар Салихов, заместитель начальника противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Динар Затович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы говорим о том, что больше 1000 пожаров произошло, примерно округлим за эти 2 месяца, может быть, чуть больше 1000 пожаров. Насколько это большой рост, если сравнивать с прошлым годом? Ну, это такое увеличение пожаров, я бы не сказал, что это увеличение идет. Это примерно среднестатистические данные для нашего региона. И это увеличение совершенно незначительное. Но в целом за последние 5 лет оно наблюдается тенденция. То есть в течение года есть периоды, так скажем, пожароопасного сезона. В этот период наблюдается незначительное, так скажем, такое увеличение. Но это связано и с климатическими условиями, то есть зимнее время, летнее время. То есть и зимой есть особенности, когда возникают пожары, но такие же особенности есть и в летний период. Но в то же время, несмотря на незначительное увеличение, мы как бы находимся в тенденции уменьшения гибели людей на пожарах. Вот этот фактор более существенный, который, скажем так, характеризует общество наше, которое обеспечивает пожарную безопасность. Можете подкрепить эту информацию цифрами? Ну, вот, на данный момент у нас уменьшение количества пожаров примерно 15%. То есть 56 человек по сравнению с 67 человеками, которые были в прошлом году погибшие. И эта работа достигается планомерной работой, потому что в основном гибель людей на пожарах происходит именно в частном секторе, в индивидуальных домах, квартирах. Это такой трудно профилактируемый участок, когда вот людей надо будет мотивировать на то, чтобы они у себя дома соблюдали меры пожарной безопасности. Если в общественных местах мы как-то обязательно выполняем те меры, которые предусмотрены правилами в той организации, где мы сейчас находимся. Хотим мы того и не хотим, этот тренд должны обязательно соблюдать. А у себя дома вот эта вот дисциплинированность как бы несколько притупляется, и люди у себя дома более надеются, что у них все нормально, они себе устанавливают эти правила, и эти же правила позволяют себе их нарушать. Никто из-за этого не наказывает в административном отношении или там дисциплинарном отношении, но если происходит беда, то наказание может поступить уже сам себя наказал. То есть нельзя пренебрегать правилам пожарной безопасности, находясь у себя дома. Динар Азатович, вот вы сейчас такие удивительные вещи говорите, что пренебрегать элементарными правилами противопожарной безопасности у себя дома. Казалось бы, здесь же цена вопроса – это жизнь. Имущество, и самое главное, жизнь своя и своих близких. Но, к сожалению, так и происходит. Вот насколько это серьезно, а насколько это невыполнимые правила безопасности, если мы будем говорить о квартире, к примеру? Ну, квартира. Понятно, что заведение открытого огня. То, что мы понимаем, что в квартире разводить огонь в большом таком объеме, как бы и не предполагается, в этом необходимости нету. Но элементарно, разведение огня, газовая плита, разведение огня для человека курящие люди. И понятно, что в организациях режим курения строго соблюдается, а у себя дома можем этим делом как бы пренебречь. Ну и притупляется в том отношении, когда надеяться, что да, вечером покурю, спать лягу, рядышком окурок, пепельница. Вот в таких вот отношениях, вот, которые частенько приводят к пожарам, когда люди не задумываются, что вот эта маленькая такая спичка может привести к большому пожару, большой беде. К сожалению, такой момент есть. И вот этот момент, он не профилактируемый, потому что нет мер наказания за нарушение правил пожарной безопасности, находясь у себя дома. Но сказал бы так, что обеспечение пожарной безопасности – это многоуровневая система, которая начинается от федерального уровня, субъектового, органами власти, обществом, организациями, ну и, конечно, в бытовых условиях. Это, скажем, предмет совместного ведения. Если надзорные функции, координирующие функции в области эта политика осуществляется на федеральном уровне в лице нашего ведомства МЧС России, на субъектовом уровне, в частности, у нас в республике, это Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. В муниципальных образованиях это политика, которая осуществляется органами власти, местного управления. И так доходим до маленькой ячейки общества. Это наши жилые дома, наше общество, где мы живем. Вот на этом уровне, на каждом этапе
есть меры, которые необходимо соблюдать. Где-то установлено жестко, есть наказание, а где-то позволительно, что дома у себя мы сами ставим эти меры. И, к сожалению, частенько их не соблюдаем. Ну и потом, в каждой организации есть система обеспечения пожарной безопасности, система извещения, сигнализации, система пожаротушения, система управления эвакуацией. А у себя дома эти системы мы можем установить, а можем не устанавливать. То есть нормативными требованиями в жилом помещении у себя дома собственник сам себе регулирует эту систему. Может пренебречь, может более ответственно подойти к этому вопросу. Динар Азатович, а вот система, давайте поподробнее поговорим, что должно быть обязательно дома, в жилом доме, в квартире для того, чтобы, если вдруг случился пожар, то ликвидировать его своими силами, если это будет возможно, либо, может быть, какие-то профилактические меры. Но есть домовые пожарные извещатели. Есть такое, да. Потому что в многоквартирных домах уже проектной документации предусмотрена установка пожарных извещателей в каждом жилом помещении, в каждой квартире, в каждой комнате. В индивидуальных домах эта система, она регламентируется потребностями своего собственника, то есть хозяин сам ее определяет. И вот этот пожарный извещатель – это только один из элементов, которые обеспечивают предупреждение, обнаружение пожара. А ведь кроме этого есть еще порядок действий. В случае возникновения пожара еще необходимо знать последовательность своих действий. Куда звонить, по какому номеру звонить и какие меры принимать, чтобы в начальной стадии локализовать пожар. Потому что маленький пожар, он легче потушить, когда он приобретет более масштабные размеры. И вот эти моменты у себя дома мы сами себе это должны обеспечивать. А в общей статистике, да, гибель людей, в том числе на пожарах, это потеря нашего общества. И политика нашего общества создана на то, чтобы людей мотивировать, пропагандировать, провести агитацию, что гибель на пожарах тоже является отрицательным показателем для развития нашего общества. И на каждом уровне эта работа системно проводится. Если уже по статистике наблюдается какая-то тенденция к увеличению пожаров, к увеличению гибели, тоже подключаются органы местного самоуправления на республиканском уровне. Соответственно, МЧС тоже проводит активизированную работу по профилактике на пожарах. Динар Азатович, а если вот говорить уже о частном секторе, какие там должны быть, может быть, меры, да? Если в жилых домах, я имею в виду уже многоквартирных, понятно, там уже при строительстве закладываются, то согласитесь, что когда возводят обычный жилой дом в деревне, не всегда задумываются о том, как нужно его возводить, и зачастую, как вы говорите, пренебрегают правилами пожарной безопасности. Да, это есть. Это правила эксплуатации электроприборов, правила эксплуатации печного оборудования и действия при пожарах. То есть при обнаружении пожара что мы делаем? Паникуем. Потому что мы с этим делом ежедневно не сталкиваемся. А для того, чтобы этого избежать, вот с нами проводят так называемые учебные тренировки на работе. А в домашних условиях представители органов местного самоуправления, управляющие компании проводят обходы, агитационные материалы раздают. А для себя, то есть каждый человек осмысливает, что это с ним может не произойти, а вот этого избежит. Но тем не менее, он не задумывается, что, а если все-таки произойдет, у меня же должны быть какие-то элементарные вещи, средства первичного пожаротушения. Например, давайте скажем нашим телезрителям. Огнетушитель. У кого есть дома огнетушитель? Да мало у кого. И понятно, что кроме средств пожаротушения у нас еще есть пожарные рукава, пожарные краны, которые находятся в общедоступных местах. А в домашних условиях понятно, что огнетушитель, у кого печное оборудование, бани, сауны, тоже рекомендуется иметь при себе. Уметь им пользоваться. Дальше. Происходит пожар. Что делать? В первую очередь принять меры для того, чтобы людей спасти, оказать первую помощь, чтобы вот эти факторы пожара на него не воздействовали, то есть элементарно вывести, изолировать место пожара, попробовать потушить. И самое главное, своевременный вызов пожарной охраны и на профессионалов, которые приедут и справятся с любым пожаром. Не все задумываются, что в обстановке нужно вспомнить, что пожарная охрана вызывается по определенному номеру
законом установлены номера экстренного вызова. Это службы 01, 02, 03. Ну и сейчас в развитии цифровизации, сотовая связь, мы если пользуемся сотовыми телефонами и теряемся. А как вызвать пожарную охрану? У всех нам приходит 112. 112 – это служба оперативной обработки вызовов, когда нарушается жизнедеятельность, в том числе и по пожарной безопасности, правильной. А при вызове помощи по 112 надо сказать, что обязательно указать адрес. Потому что 112 приходит, это республиканская организация, и приходит вызов в город Уфа. А тут же направляется уже в местные органы власти. И там уже направляется ближайшей расположенной силой. Вот еще один момент. Вы говорили о том, что если вдруг в помещении произошел пожар, то нужно его постараться покинуть. Но зачастую у нас либо помочь покинуть помещение родным, близким, кто еще находится. Бывает такое, что возвращаются за кем-либо в горящее помещение, либо за документами. А здесь достаточно 2-3 глотков. И уже продукты горения могут воздействовать на организм человека. И поэтому вот давайте расскажем очень коротко, если вдруг нужно все же вернуться в горящее помещение, как это сделать, и если нужно покинуть помещение, не обязательно это делать через дверь, верно? Это можно сделать и в окно. Конечно, возвращаться в горящее помещение под предлогом, что вы забыли какие-то документы, драгоценности, ни в коем случае. Жизнь человека бесценна. И рисковать такими благами, как документы или ценности, не стоит. Рисковать, чтобы, если человек оказался изолированным, не факт, что путь через дверь является более безопасным. Если в многоквартирном доме подъезд задымленный, и не факт, что человек, попав в задымленное пространство, при отключенном лифте сможет спуститься благополучно до 1-го этажа. Вот стоит лучше дверь прикрыть, выйти на балкон и оттуда же звать помощи. Люди услышат помощи, и силы пожарной охраны в первую очередь направят свои действия именно на спасение человека. На самом деле сценариев этих ситуаций, к сожалению, может быть великое множество, но наверняка, если позвонить по номеру 101 или 112, то там могут проконсультировать и сказать, какие действия предпринять вот в первые секунды, верно? Конечно. Вот, первый момент, когда происходит вызов, человек импульсивно пытается объяснить, что с ним случилось. И диспетчер наводящими вопросами, соответственно, определит реальную обстановку и уже параллельно своими действиями будет направлять уже все необходимые службы к месту, где необходима эта помощь. Динар Азатович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали еще раз о правилах противопожарной безопасности, о том, как вести себя для того, чтобы избежать несчастных случаев. Спасибо. Спасибо. Вам безаварийной работы, берегите себя и своих близких. Спасибо. Напомню, это была программа «Интервью», и сегодня в гостях был Динар Салихов, это заместитель начальника противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Спасибо, что были с нами.